Здравствуйте, Тбилиси! Сегодня мы, представители грузинской диаспоры Москвы, которые представляем очень многих грузин Москвы, хотим выразить свое отношение к сегодняшнему событию, к сегодняшнему митингу в Тбилиси. Мы хотим выразить солидарность с вами. Сегодня речь идет не о политической вкусовщине, не о предпочтениях тех или иных политических партий в Грузии. Сегодня речь идет о существовании грузинского государства. Мы все радовались все эти годы, московские грузины, тем преобразованиям, которые последние годы проходили в Грузии под руководством Михаила Саакашвили. На всем пространстве СНГ смотрела на Грузию с надеждой, что когда-то и у них такие реформы пройдут. И вот сегодня в Грузии пришло правительство, которое повернуло все вспять, которое разрушает все те достижения, которые были наработаны предыдущим правительством. Мы хотим остановить этот откат, этот регресс, который мы сегодня наблюдаем. Сегодня речь идет о разрушении грузинской государственности. Мы видим, как сегодня выпускают государственных преступников, изменников и мятежников из тюрем и сажают патриотов, которые строили грузинскую армию, которые защищали страну. Мы видим, несмотря на то, что делаются заявления о евроатлантическом курсе, мы видим, что нынешнее правительство делает все с точностью да наоборот. Нельзя, развиваясь вот такими экономическими темпами, как сегодня Грузия, нельзя влиться в цивилизованную семью народов. Мы видим замедление темпов экономического развития. Мы видим, как замораживаются стройки, важнейшие инфраструктурные проекты. Мы видим, что сегодня практически заморожен такой важнейший объект, как строительство порта Лазики, который просто жизненно необходим Грузии. Мы видим сегодня откровенные антигосударственные заявления, подыгрывающие фактически агрессору и оккупанту. Мы видим сегодня попытку смягчения закона об оккупации. Мы видим, что сегодняшнее правительство Грузии выбрало откровенно недемократический путь развития, подавление своих политических противников, избирательная судебная система, давление на местные органы власти. Мы видим, как сегодня тот прогресс, который мы наблюдали в государственных органах, где не было коррупции, мы сегодня уже наблюдаем факты непотизма. Это и многое другое заставляет сегодня нас выйти, и я призываю всех грузин сегодня выйти и выступить против этого курса. Мы поддерживаем единое национальное движение, которое было проводником евроатлантического курса, которое вело в Грузию в нужном направлении, которое строило сильное, процветающее государство. Времени, конечно, было слишком мало, чтобы действительно настоящее процветающее государство построить, но элементы этого всего уже заложены, и сегодняшняя власть разрушает все то, что было наработано. Мы поступаем против этого. Мы видим, что сегодня грузинские власти откровенно во всем уступают агрессору и оккупанту. Сегодняшнее правительство Грузии, несмотря на то, что заявляет о приверженности евроатлантическому курсу, делает все для того, чтобы этот путь для нас был невыполним. Сегодняшнее правительство Иванишвили выступает откровенно как пятая колонна Кремля. Оно поэтапно выполняет все задания, которые даются Кремлю. Наших соотечественников, всех патриотов Грузии, не допускать разрушения Грузии с вашего молчаливого согласия, чтобы не происходил этот процесс. Мы должны противостоять попытке подыгрывания агрессору, сдачи государственных интересов Грузии. И эта власть, я и к ней обращаюсь, хочу заявить, что мы, патриоты Грузии, все те, кто любит свою страну, не допустим такого поворота событий. Мы не допустим, чтобы вы каждый день сдавали наши государственные интересы и фактически способствовали утрате государственной независимости Грузии и ее территориальной целостности. აქციას, რომელიც დღეს თბილისშია გამართული, იმიტომ რომ საქართველოს
გადაუხვია დღევანდელმა ხელისუფლებამ საქართველოსა, გადაუხვია იმ გზას, რომელსაც საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს წინსვლა, საქართველოს მომავალი ყველაფერი უკან ბრუნდება. საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არის საქართველოს მტერი ხელისუფლება, რომელიც გაყიდულია მტერზე ქართველებს ყველა საქართველოს ცხოვრებ არა ეროვნულად ქართველს ყველას ვთხოვთ მობრძანდეთ დღევანდელ დღეს და დაუდგეთ საქართველოს მხარში საქართველოს კურსი მთავარი არის ევროატლანტიკურ ინტეგრაცია სხვა გზა საქართველოს არის დამღუპელი ნატოსკენ უნდა იყოს ჩვენი გზა არის ევროპული გზა სხვა გზა საქართველოს დამღუპელი გზა დღევანდელი ხელისუფლება არის საქართველოს მონობისკენ საქართველოს დამოუკიდებლობის ჩამოშორებისთვის გამიზნული ხელისუფლება მოგიწოდებთ ყველას დაუდგეთ საქართველოს მხარში გადავარჩინოთ საქართველო დაუდგეთ ჩვენს პრეზიდენტს რომელმაც რუდუნებით გვიშენა საქართველო ეხლა კი დადგა საქართველოს დანგრევის საქართველოს განადგურების დრო და თითეული ჩვენთაგანის ვალია დაუდგეთ საქართველოს მხარში და გადავარჩინოთ საქართველო ჩემო თბილო ქართველები ჩემო ხალხი გილოცავ დღევანდელ დღეს 19 რიცხვს ეს კიდევ ერთი დატა შემოგვემატა გაერთიანდით ამ სატანის შევარდნაძის და ივანიშვილის მთავრობის წინააღმდეგ რომლების დამღუპელები არიან საქართველოს რომლებმაც ცუდის გარდა სიკეთე არაფერი არ გაუკეთებია ხალხო გამოფხიზდით დაიჯერეთ რომ ესენი ბოლომდე მიიყვანენ საქართველოს ისე რომ ვერასდროს ვერ ამოისწონთქო საქართველო რისკინას მოუწოდებს ის მთავრობა რომელიც 200 წელი დამპყრობლად ექცეოდა ქართველ ერს გისურვებთ სწორ მიმართულებას გისურვებთ კარგად ყოფნას გისურვებთ ყველაფერ სიკეთეს და ამ სატანის ჩამოშორებას სატანების სანამ შევარდნაძე და ივანიშვილი იქცის საქართველო არასდროს არ იქნება პრეზიდენტი გაიგეთ ეს ჩემი 70 წლის კაცის ნათქვამი ეს სწორს ვამბობ ჩემზე კი არ არის საქართველო აგებული მაგრამ მთელი მოსკოვში მყოფი ქართველები ასევე საზღვრავენ კარგად იყავით გისურვებთ თავისუფლებას კიდევ ერთხელ თავისუფლებას და ჩამოშორებას იმ სატანის რომელიც თქვენივე ხელით მოვიდა მთავრობაში